Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. С позволения Аллаха Субханаху ва Тааля мы продолжаем наши уроки по изучению ля иляха илляллах. И мы с вами дошли до 13 главы и остановились в третьей условии, то есть в третьей условии ля иляха илляллах. Третье условие это аль-кабулу аль-мунафи рад. Третье – это принятие несовместимое с отвержением. Необходимо должным образом принять эти слова языком и сердцем. Аллах Азза ва Джалля говорит: «Аля лиллахи ддинул халис». Поистине Аллаху принадлежит чистая религия. Сура Зумар, 3 аят. И также Всевышний Аллах Азза ва Джалля говорит: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлиссина лахуддин». Им было велено лишь поклоняться Аллаху искренне, совершая для Него религию. А в достоверном хадисе от Абу Хурайры, радийаллаху анху, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Ас'аду наси бишшафа'ати яум аль-киямах ман каля ла иляха илляллах халисан мин кальбих». Самый счастливый человек моим заступничеством в день воскресения, в день, когда воскресится все человечество, это тот, кто сказал «Ла иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне от всего сердца. Клянусь Аллахом, тот, кто искренне сказал эти слова, тот, кто изучает и держится за эти слова, он достоин заступничества пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он будет самым счастливым человеком посредством заступничества посланника Аллаха. Тот муахид, который держится за ля иляха илляллах, искренне говорит, не лицемерит, не противоречит, говоря на языке одно, а в поступках и в делах и в убеждениях, чтобы было другое. Нет. Человек, который понял ля иляха илляллах, изучил ее, он будет жить и практиковать по нему. Тот, который понял искренне, что такое ля иляха илляллах, тот, кто искренне с Аллахом Субханаху ва Тааля, он будет жить и умирать на ля иляха илляллах. Этот человек является чем? Самым счастливым человеком, который будет посредством заступничества посланника Аллаха. А другие мушрики, которые приобщают к Аллаху сотоварищей, говорят то, что я фулан, или же «О шейх такой-то, ишфа'ли инда Аллах, уду Аллаха ли», сделай шафаат, или же сделай дуа Аллаху за меня. Это все является многобожием, который аннулирует из числа тех, которые что? Тем, которые будут осчастливлены заступничеством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы в ранних уроках, которые проходили по ля иляха илляллах, было в ранних главах. Это мы уже разъясняли. Всевышний Аллах Азза ва Джалля говорит: «Иннахум кану иза киля лахум ла иляха илляллаху ястакбирун». Когда им говорили «Ла иляха илляллах», нет божества, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, они возгордились. Они что? Они возгордились. Это кто? Это многобожники. Когда им говорили «Ла иляха илляллах», как имам аш-Шаукани в тафсире этого аята говорит: «Ай, إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون عن القبول». Когда им сказали: засвидетельствуйте, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, они возгордились принять это. Они возгордились принять это. Однако, почему? Потому что они поняли, что ля иляха илляллах несовместимо с многобожием. Невозможно сказать на слове ля иляха илляллах, идти и спрашивать мертвого. Противовес тому, что мы видим сегодня. Люди, которые днем и ночью говорят «Ля иляха илляллах», идут и посвящают свои поклонения могилам. В этом довод то, что они не искренне произносят эти слова. Они не поняли смысл. Они противоречат условиям и арканам «Ля иляха илляллах». В то время, когда, субханаллах, мушрики Курайши, которые возгордились, они больше поняли «Ля иляха илляллах», чем сегодняшние многобожники, которые приобщают к Аллаху сотоварищей. Когда им сказали «Кулу ла иляха илляллах», скажите «Ла иляха илляллах», они что сделали?
Они сказали: «Аджа'аль аль-алихата иляха вахидан?» Разве он сделал всех божеств одним Богом? Они поняли, говорят: неужели, когда мы скажем «Ля иляха илlallah», то есть мы уже не должны будем посвящать какие-то поклонения другим божествам, помимо Аллаха Азза ва Джалля. И те же курайшиты, те же мушрики, которые поклонялись другим, они говорили: «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна илаллахи зульфа». Мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Как сегодня мы видим, как могилопоклонники, кубуриты, суфии и другие идут, поклоняются могилам, просят, дуа делают, говорят: мы делаем это, чтобы они сделали шафа'у у Аллаха, либо же дуа сделали за нас у Аллаха, либо же они помогли нам в могиле. Чем отличаются эти люди от многобожников курайшитов? Ничем. И приводится от Абу Муса аль-Аш'ари, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна маталя ма ба'аthani Аллаху бихи мин аль-худа والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت كالأ والعشب الكثيرة وكان منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها الأخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كالأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». Поистине, руководство и знание, с которым Аллах направил меня, подобно выпавшему на землю дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себе воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая ее часть была бесплодной, но она задержала в себе воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. Дождь выпал также на другую часть земли, представляющую собой равнину, которая не задерживала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые приняли призыв к религии Аллаха, получили пользу от того, с чем направил меня Аллах, сами приобрели знания и обучили ему других, а также они подобны тем людям, которые не приняли призыв и не принял руководство Аллаха, с которым я был послан к людям. Хадис передал имам Муслим. И поэтому мы должны быть подобно земле, которая получила дождь, которая впитала в себе и дала что? Дала растение, которое много плодоносило, что люди получили от этого пользу. О муахид, единобожник, ты должен быть подобно этой земле, плодородной, которая получает знания, которой ты сам получаешь знания и передаешь это другим. Представь то, что в судный день, когда Аллах Азза ва Джалля воскресит человечество, когда люди будут стоять группами, когда будет стоять группа, которая будет муджахидами, которые отдали свои души на пути Аллаха, когда группа будет стоять знающие, проповедники, которые призывали к религии Аллаха Азза ва Джалля, говорили истину истиной, несмотря на порицание порицающих. Будут группа, которые поклоняющиеся, будут группа, которые держащиеся пост, молящиеся, делающиеся садака. Эти люди подобны этой земле, которые что? Которые впитали в себе дождь и дали свои плоды. Клянусь Аллахом, мусульманин должен быть таким. Но не таким, который, субханаллах, сегодня мы видим большинство людей, которые говорят: мы поняли религию. Однако этим пониманием что? Не изменилось ничего в его жизни. Однако муахид не должен быть таким. Муахид, который понял, и поэтому мусульманин должен быть плодородным, как эта земля. Почему? Потому что он должен получать знания, распространять, делать джихад, делать садака, держать пост, поклонение, что является сегодня чуждым для людей. Когда людям говоришь тахаджуд намаз, когда людям говоришь джихад, сражение на пути Аллаха, когда людям говоришь садака на пути Аллаха, в помощи религии Аллаха, в помощи, субханаллах, сиротам, в помощи пленным сестрам, это чуждо для большинства людей. Поэтому мы должны быть
что мы должны быть подобны этой земле, которая впитывает в себе знания, берет знания и распространяет, помогает другим, помогает религии Аллаха Азза ва Джалля. В таком положении ты представь, о мувахид, о единобожник, что в этом сейчас, в наше время, когда столько распространилось многобожие, когда столько распространились дуату иля су, аимматуль мудиллин, заблудшие имамы, призывающие, стоя у врат ада, призывающие к огню. Представь то, что ты будешь изучать религию Аллаха Субханаху ва Тааля, и ты будешь призывать говорить истину истиной. И в судный день, когда ты будешь стоять среди тех, которые говорили истину, среди уляма у раббани, среди ученых, которые говорили истину, среди муджахидов, которые отдали свою душу, среди тех, кто делал садака на пути Аллаха ради возвеличивания религии Аллаха, помощи сиротам, помощи сестрам. Видя все это положение, мусульманин что должен сделать? Мусульманин должен изучать и действовать, чтобы не быть из числа тех, которые, субханаллах, только на словах. Четвертое – это аль-ихласу аль-мунафи ли-ширки ва-рия. Это искренность, ихлас, исключающая ширк и рия, то есть показное поклонение. Всевышний Аллах Азза ва Джалля говорит: «Ва май юслим ваджахаху иля Аллахи ва хуа мухсинун факад истамсака биль-урвати л-вусқа ва иля Аллахи аакибатуль умур». И кто подчинил свой лик Аллаху, будучи искренним, совершая благие дела, тот ухватился за крепкую связь, за крепкую рукоять, а это шахада, это урватуль вусқа, которая никогда не сломается, крепкая рукоять, которая, что является аслуддин, основой религии. Почему? Потому что в этой религии должна быть искренность с Аллахом Азза ва Джалля. В этой религии, в условиях ля иляха илляллах, это должно быть искренность. Когда человек произносит эти слова, он должен быть искренен с Аллахом, а не так, чтобы просто произнести языком и пойти делать действия, которые противоречат этому слову ля иляха илляллах. Мы видим сегодня халаль в людях, противоречие. Почему? Потому что они не искренне, они не поняли, что такое ля иляха илляллах. Они не знают его условий. Они не знают первое условие, это ильм. И также что? Искренность. Они не искренни с этим, поэтому, говоря ля иляха илляллах, идет и посвящает поклонение другому помимо Аллаха. Идет и посвящает другому свои садака. Кому-то другому, субханаллах, приносит жертву, кому-то другому делает саджда, кому-то другому делает дуа, кому-то другому помимо Аллаха каким-то тагутам подчиняется. Почему? Потому что нету искренности. Имам Ибн Каthир, рахимахуллах, в этом тафсире этого аята говорит: «Ай ахласа лаху аль-амаля ванкада ли амрихи ваттаба'a шар'аху». ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد أخذ مؤاثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. Кто искренне совершал дела и подчинился приказам и принял шариат Аллаха, тот ухватился за крепкую рукоять, то есть шахаду. Значит, взял крепкий завет с Аллахом Субханаху ва Тааля, что он не накажет подобного. Кого? Мувахида, единобожника, который ухватился за ля иляха илляллах, который ухватился за ля иляха илляллах вместе с его арканами и шурутами, вместе с его условиями, зная убежденностью, сидком, ихлясом, живет и действует по ля иляха илляллах, живет и умирает на ля иляха илляллах. Не так, чтобы, субханаллах, произнеся дома ля иляха илляллах, выходя на улицу, противоречия этому ля иляха илляллах. Не так, чтобы перед братьями, когда собираются братья-мусульмане, он говорит ля иляха илляллах, машаллах мувахид, машаллах такой-то, но идет домой куда-то или же отдаляется от людей, противоречит этому, делает действия, которые аннулируют это. Нет. Поэтому должна быть искренность. Искренность в отношении ля иляха илляллах. Искренность по отношению к ля иляха илляллах, что является заветом с Аллахом, что он ухватится за крепкую рукоять
и сделает завет с Аллахом Азза ва Джалля, что он такого не накажет. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля сделать нас из числа тех, которых, что окажутся по милости Аллаха, из тех, кто сказали эти слова и действовали и жили на этом, отдавали свои души на ля иляха илляллах, отдавали свою мирское и свою душу, но не отдавали свою религию. И также Всевышний Аллах, порицая лицемеров, говорит: «Иза джа'ака аль-мунафикуна калу нашхаду иннака ла расулуллах, валлаху я'ламу иннака ла расулух, валлаху яшхаду инналь мунафикина ла казибун». Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят: мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты посланник, что ты его посланник. Но Аллах свидетельствует, что лицемеры, они лжецы. Почему же люди, которые говорили подобное, почему Аллах назвал их лицемерами? Потому что у них не было ихляса. Они внешне проявляли ислам, когда внутри, что? Скрывали куфр, неверие, они не были искренними. Не были искренними, поэтому Аллах Азза ва Джалля порицает этих лицемеров. И лицемерие, субханаллах, лицемеры будут наказаны хуже, чем неверующие исконные, как Аллах Азза ва Джалля говорит: «Фиддарки асфали минан нар», они будут в самые нижайшие огне. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля защиты. Поэтому искренность, она должна быть. Искренность религии Аллаха, с ля иляха илляллах, она непременно связана с этим. Также Аллах Азза ва Джалля говорит: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Неужели люди думают, что им будет дозволено говорить: мы уверовали, и они не будут испытаны? Мы испытывали тех, кто был до них, и непременно Аллах выявит тех, кто говорит правду, и непременно выявит лжецов. Аллах Азза ва Джалля говорит: «Ахасибан насу». Неужели люди думают, что просто сказав «Ля иляха илляллах», они будут оставлены, они будут жить в достатке, они будут жить подобно кафирам, в дворцах, в замках, имея какие-то богатства, бизнесы? Нет. Аллах Азза ва Джалля испытает тех, которые говорят правдивые, выявит тех, которые реально держались за эту религию Аллаха Субханаху ва Тааля, которые были искренни с Аллахом Субханаху ва Тааля во время бедствий, во время, когда испытывались, и во время, когда Аллах Азза ва Джалля давал свои ни'амы, свои благодати. Неужели люди думают, что просто придя в ислам, сказав «Ля иляха илляллах», они будут жить подобной жизнью, как жили до этого? Нет, клянусь Аллахом. Аллах Азза ва Джалля испытает, и этот мир является испытанием. И как наши салафы говорили, подходили друг к другу, когда не видели определенное время, говорили: Аллах испытывает ли тебя? Когда другой говорил нет, он говорил: алейка би иманик, займись своим иманом, потому что проблема в твоем имане. И сегодня мы видим, что Аллах Азза ва Джалля испытывает тех, которые сказали «Ля иляха илляллах». Мы видим тех, которые сидят в тюрьмах из-за «Ля иляха илляллах». Мы видим тех, которые, субханаллах, провели всю свою жизнь за решеткой из-за «Ля иляха илляллах», из-за слов истины. И мы видим их стойкость, мы видим их правдивость. Клянусь Аллахом, мы свидетельствуем перед Аллахом Азза ва Джалля, что эти люди являются правдивыми, что эти люди доказали, эти люди не были подобны мунафикам, которые, когда заявляли «Ля иляха илляллах», когда пришла к ним испытания, они отвернулись от «Ля иляха илляллах». Они подчинились тагутам, они подчинились тем, которые, субханаллах, угнетателям, которые угнетают своих братьев. Из-за вот этого какого-то, субханаллах, промежуточного времени в этом дунье, они променяли свое ахира на этот мир, променяли вечность на какие-то, субханаллах, несколько лет, продавая свою религию, предавая Аллаха и его посланника. И, субханаллах, мы видим, что сегодня происходит с мусульманами. И мы видим тех, которые говорят, что они являются знающими людьми, учеными. Как будто все они слепые, они не видят, что происходит в этой умме. Ученого говорит, что он ученый, нет знающий более, чем он. Однако, видя положение уммы, он молчит. Он как будто суммун букмун умюн, фахум ла юбсирун. Они подобно слепым, глухим, немым, которые не видят, не слышат, субханаллах, не разумеют. Неужели мы не видим положение мусульман, положение ислама, положение сестер в плену, положение ученых в плену, положение
всей общины сегодняшний день. Клянусь Аллахом, салафы говорили: «Ман рахаля билад аль-муслимин, вара'a дима аль-муслимин муракатан васакат, ау такаллама фи салатин ва закатин, ва саумин, фаиннаху хаину лиллахи, хана Аллаху ва расулаху ва хаину лил му'минин». Они говорили, кто придет в земли, в исламские земли, и увидит, как кровь мусульман проливается, будет молчать, либо будет говорить о намазе, посте, закате, знайте, что он предатель. Он предал Аллаха, предал его посланника и предал мусульман. И сегодня сколько этих предателей мы себе взяли, субханаллах, в предводители, мы себе взяли шейхи, мы себе взяли имамы. И клянусь Аллахом, эта религия нуждается в искренних мужчинах, в искренних женщинах, которые воспитывают мужчин, подобно Халид бин Валиду, подобно Тарику ибн Зияду, подобно сподвижникам Абу Бакру, Умару, Усману, которые изменят историю этой земли, историю которой, субханаллах, изменили сподвижники. Сподвижники, когда уверовали, когда им не спаслались аяты «Я аюхалладина аману», они вставали и говорили: «Мы, о Аллах, мы те, которые уверовали». А сегодня мы засыпаем, слушая эти аяты. Сегодня мы засыпаем, слушая эти хадисы. Сегодня каждый мусульманин, субханаллах, исключением некоторых, кого помиловал Аллах азза ва джалля, живут жизнью «моя хата с краю». Меня не трогают, я не должен говорить. Но знай, что эта умма, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Каджасадил вахид», оно подобно одному телу. Когда одна часть тела болеет, другая часть испытывает боль. Аль-му'мину ли-му'минин каль-буньян. Мусульманину подобно строению. Яшудду ба'духум ба'да. Поддерживают один другого. И это что? Это указание на искренность. Искренность по отношению к своим братьям. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что «Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсих». Не будет полноценным веры одного из вас, пока вы не полюбите для своего брата то, что любите для себя. И также ученые говорят то, что наоборот, пока вы не возненавидите своему брату то, что ненавидите себе. Когда мы себе ненавидим нищету, бедность, испытания, мы также должны ненавидеть это своему брату. Если он попал в какие-то испытания, мы должны помочь ему. Просим Аллаха субханаху ва тааля сделать нас из числа тех, которые сказали это слово, сделали Аллахом завет и стояли на этом стойко, отдали свои души, но не отдали свою религию. Это религия искренних, не религия кадзабов, не религия мунафиков, которые приходят сегодня, говорят «Ля иляха илlallah», а завтра, когда чуть-чуть испытание происходит, все, он кидает «Ля иляха илlallah», оставляет «Ля иляха илlallah», как будто он не причастен к этому, субханаллах. И это не простые люди, это некоторые так называемые себя, субханаллах, ахлюль илм, знающие люди, шейхи, шуюхи, аллямы. Вот именно из-за этого стало наше положение таким. В то время, когда искренние мужья были, когда имам Ахмад, рахимахуллах, почему его называют сиддиком этой уммы, вторым сиддиком? Потому что когда во время фитны, халькуль Коран, когда все подчинились этому, всех избили, довели до положения икраха, некоторые ученые как сказали, и осталось трое: имам Ахмад, Яхья ибн Ма'ин и Али ибн Мадини. Али ибн Мадини от мук и испытаний, которые вели его, он погиб в дороге. И Яхья ибн Мадини был избит, был, субханаллах, подверг мучениям, что не смог выдержать и сказал это. Но имам Ахмада, когда избивали, когда, субханаллах, завели его плетью в цепи, провели между людьми, чтобы якобы по-своему унизить его, чтобы он понял, как все люди смотрят, такой имам, ведут его, субханаллах, как преступника. Столько испытаний, 2 года и 7 или 8 месяцев он сидел. Настолько его завязали, что аж, субханаллах, цепи зашли в его кости. Однако, когда один из ученых сказал: «Я имам, я Ахмад, скажи, — говорит, — словом, скажи словом, но будь убежденным в сердце». Имам Ахмад говорит: «Выйди, посмотри в Багдад.
Весь Багдад ждет, пока Ахмад скажет, что Коран махлук, чтобы они тоже сказали. Вот такие, клянусь Аллахом, мужчины нужны нам, чтобы изменить эту историю сегодняшнюю. А не те, которые, субханаллах, при чуть-чуть, чтобы не потерять свою дунья, чтобы не потерять свой кондиционер, который сидит, свое кресло, которое там, субханаллах, за несколько тысяч долларов купил, они готовы даже, субханаллах, подчиниться любому системе куфра. Будь это демократия, будь это секуляризм, субханаллах. Говорят, что нет, шариат Аллаха в наше время не подходит. В наше время мы хотим демократию, аль-аяду биллах. Муртад тот, который так говорит. Пусть Аллах убережет от такого заблуждения. И есть такие люди. И их называют имамом, их называют шейхами. В то время как они являются теми, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннама ахафа алейкум аимматуль мудиллин». Поистине я боюсь для вас имамов, вводящих в заблуждение. И далее в двух сахихах Аль-Бухари и Муслима передается от Муаза ибн Джабаля, радийаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин ахадин яшхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах сидкан мин кальбихи илля харрамаху Аллаху аля нар». Аллаху акбар. Клянусь Аллахом, этот хадис и подобные этому хадису, и подобные этим аятам, которые мы изучаем, братья, клянусь Аллахом, это является самым любимым аятом, либо самым любимым вестью, который обрадуется каждый единобожник, каждый садик, каждый тот, кто искренне говорит «Ла иляха илляллах», живет в этом, поклоняется только одному Аллаху, отрицает всех тагутов, всех, кому поклоняются помимо Аллаха. Клянусь Аллахом, это является бушра, это является хорошей вестью. И клянусь Аллахом, это и есть наслаждение наших уш, что мы слышим эти вести о нашем посланнике, который говорит: нет ни одного человека, который засвидетельствует «Ла иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Мухаммаду Расулуллах. И Мухаммад его посланник. Искренне от сердца, кроме как Аллах сделает для него запретным ад. Клянусь Аллахом, это является, субханаллах, радостью каждого единобожника, радостью каждого муахида. Клянусь Аллахом, ради этого стоит жить, изучать и умереть на ла иляха илляллах. Умереть на искренности, умереть, зная, что Аллах Азза ва Джалла единственный Господь, единственный ма'буд, и нет кроме него никого, и что Мухаммад посланник Аллаха. И также передается от Ибн Умара, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таба'ан лима джи'ту бих». И не уверует никто из вас до тех пор, пока он не подчинит свою страсть тому, с чем я пришел. Посмотрите, дорогие братья. Посланник Аллаха говорит: не уверует никто из вас до тех пор, пока он не подчинит свою страсть к тому, с чем я пришел. К истине. Когда страсть противоречит истине, мы должны оставлять. Когда наша душа тянет нас к греху, мы должны оставлять этот грех и подчиниться посланнику Аллаха, подчиниться Аллаху Азза ва Джалла. Это и есть ислам. И пятое, ас-сидку аль-мунафи лиль-кидб. Пятое – это правдивость, исключающая ложь. Раб Аллаха должен произносить шахаду, будучи правдивым в сердце. То есть тот, кто произносит «Ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, должен любить Аллаха и его посланника, религию ислам и мусульман. Он должен быть правдивым, должен любить, и эта любовь должна быть правдивой. Он любить должен ислам и мусульман, которые исполняют повеления Аллаха и соблюдают его пределы. И он обязан ненавидеть тех, кто противоречит ля иляха илляллах, совершает ширк или куфр, либо тот, кто умаляет ее совершенство, нововведения и грехи. Аллах субханаху ва та'аля в Коране говорит: «Ам хасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун, ва лакад фатанна аллазина мин каблихим». Неужели люди полагают, что они будут оставлены, как сказали, мы уверовали, и не будут они испытаны?
И вот мы уже подвергли испытанию тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые были правдивы, и непременно узнает лжецов. И поэтому, что пятое условие, это правдивость. Имам Аль-Вахиди, рахимахуллах, говорит: «Ихтибарна вабтулина, фалия'ламанна Аллаху الصدق الذين صدقوا في قولهم آمنا بوقوعه منهم وهو الصبر على البلاء ولا يعلمن الكذب الكاذبين في قولهم آمنا بارتدادهم إلى الكفر عن الدين عند البلاء ومعنى العلم ها هنا العلم به موجودا كائنا». Испытывает Всевышний, чтобы узнать, правдивы в шахаде или нет, правдивые в свидетельстве. Те, которые сказали, уверовали истинно и проявят терпение при испытаниях. Это является что? Тафсиром этого аята. Посмотрите, как делали тафсир наши салафы, наши ученые. Аллах Азза ва Джалля непременно испытает человека, он должен быть правдивым. Он должен быть правдивым с Аллахом Субханаху ва Тааля, когда говорит «я уверовал». Человек, когда говорит «я уверовал», Аллах непременно испытает. И клянусь Аллахом, даже если взять то, что в этом мире связано, когда человек кого-то любит, и тот, кого он любит, он его проверяет, действительно ли другой человек любит его, либо же одна сторона другого, чтобы какие-то действия делали, чтобы на какие-то уступки шли друг для друга. Неужели мы думаем, что мы, сказав уверовали, Аллах Азза ва Джалля оставит нас так, как есть? Нет, это является этот мир. Мы созданы для того, чтобы, субханаллах, Аллах выявил для поклонения и выявил правдивых. Если бы было бы просто произнесение «Ла иляха илляллах», и это рад мурджиитам, которые говорят, которые сказали, кто «Ла иляха илляллах» сказал, даже если оставит все дела, то он мусульманин. Нет, потому что это несправедливо. Человек, который сказал «Ла иляха илляллах», был правдив с Аллахом Азза ва Джалля. Он прожил испытание, прожил свою жизнь, скажем, в испытаниях из-за религии Аллаха, был посажен, был подвергнут мучениям, был убит на пути Аллаха. И человек, который просто сказал «Ла иляха илляллах» и жил как какой-то Андрей, или жил как какой-то Джордж в Америке и так далее, и тому подобных местах, жил подобно неверующему, они будут равны вместе с тем, который был до этого. Нет, клянусь Аллахом. Имам Аль-Вахиди говорит то, что правдивые в свидетельстве, что они уверовали истинно, то они проявляют терпение при испытаниях. А неправдивые аль-кадзибин, неправдивые лжецы в шахаде, не уверовали истинно. И они оставляют религию при испытаниях и возвращаются к неверию. Аллаху Акбар. И как мы видим сегодня тех, которые что? При малейших испытаниях оставляют свою религию и бегут, субханаллах, к неверию и к неверующим. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, уберечь нас от этого. И имам ас-Самарканди в тафсире этого аята говорит: «Ма'наху лиюбайина сидку ас-садикин валь кидбу аль-кадибин бивуку'i сидкихи ва вуку'i кидбихи». وقال القرطبي يعني ليميز الله الذين صدقوا ويميز الكاذبين. Испытывает Всевышний, чтобы выявилась искренность правдивого и выявить ложь лжеца, чтобы отличить правдивого от лжеца, чтобы было отличие. И также передается от Муаза ибн Джабаля, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ма мин абдин яшхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху сидкан мин кальбихи илля харрамаху Аллаху аля нар». Кто бы ни засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и его посланник, будучи правдивым в своем сердце, того обязательно Аллах сделает запретным для огня. Для этого раба, который сказал искренне, Аллах запретит огонь. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Утаку урал имани аль-хуббу филлахи валь-бугду филлах». Прочнейшая связь веры – это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Этим выявляется правдивый от лжеца. Потому что один из
фундаментальных принципов ислама это аль-валя и валь-бара. Любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Любить мусульман, муахидов, ненавидеть мушриков и кафиров. Это является прочнейшей связью веры, чтобы любить человека ради Аллаха. Когда мусульманин любит другого мусульманина ради чего? Ради славы, ради денег, ради его богатства? Нет, ради его веры. И мы кафира ненавидим из-за чего? Из-за того, что он кафир. Ради Аллаха Азза ва Джалля. И также указывает на необходимость любви внимание следующий аят, который Аллах Азза ва Джалля говорит: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Среди людей есть такие, которые наряду с Аллахом принимают себе равных, любя их, как любят Аллаха, но те, которые уверовали, любят сильнее Аллаха. И также, субханаллах, что в двух достоверных сборниках имама Аль-Бухари и Муслим передается, что от Анаса ибн Малика, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Три качества, если есть они у человека, то он обретет сладость веры. Когда Аллах и его посланник становятся для него любимее всего остального. Когда он любит человека только ради Аллаха. И когда он ненавидит возвращение в неверие так же, как ненавидит быть ввергнутым в огонь. И иншаллах, я думаю, мы на этом сегодня остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.